Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова и в начале главной темы выпуска. Путь к миру. Проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. Роль первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в становлении региона. Референдум в суровых условиях ради светлого будущего. Страшное позади. Я очень ждала этот день. Но мне кажется, что дома и стены лечат. Врачи из Нижнего Новгорода готовят к выписке пострадавшую семью от пожара. Подробнее в нашем материале. Защита от страшного недуга. Проводят флюорографическое или рентгенологическое обследование и при необходимости, если выявлены изменения на снимках, направляют на консультацию к фтизиатру. В Республиканском медицинском центре состоялся День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Прошел 21 год со дня принятия Конституции Чеченской Республики. Это самое важное и значимое событие в новой истории региона произошло благодаря первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Какова цена сегодняшнего мира и через что пришлось пройти чеченскому народу вместе с национальным лидером, расскажет Наталья Депутатова. С мнением народа не можем не считаться. И я думаю, что мы проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. Именно Ахмат Хаджи Кадыров стал инициатором съезда народов, который провели в декабре 2002 года. Его участники, более 600 человек, представители разных национальностей и всех тейпов, проживающих в регионе, проголосовали единогласно за то, чтобы остаться в составе России. Тогда же была назначена дата проведения референдума – 23 марта 2003 года. Жители возлагали большие надежды именно на создание правовой базы Конституции Чеченской Республики. Впервые в истории нам уже такое право, возможность представлена. Значит, народ должен определить, что он хочет. Референдум пройдет нормально, и люди выскажут свое мнение, и, соответственно, ситуация в ближайшее время улучшится. Ускорить надо это дело. Какие надежды вы питаете? Ой, я надеюсь на хорошее. Может, какие-нибудь законы будут, может, какой-нибудь порядок будет. А то не знаешь, в какую сторону наклониться. Пойдете голосовать? Конечно. В то время практически вся республика лежала в руинах. Народ, доведенный до отчаяния, не верил в возможность увидеть край возрожденным вновь. Полностью разрушена была инфраструктура городов и сел. Первым шагом в налаживании мира, прекращению войны и пути к стабильности стал референдум, инициированный Героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. В это сложное время в республике еще царил послевоенный хаос. Люди, запуганные и уставшие от бесконечной войны, доверились лидеру. Народ пришел на голосование, продемонстрировав силу и единство. Об этом можно судить и по общей явке населения в тот день. За принятие Конституции проголосовало в тот день более 96% населения. Несмотря на многочисленные угрозы и попытки дестабилизировать обстановку, жители все как один выразили желание жить в составе великой державы в надежде на дальнейший мир и стабильность. Мировая, скажем, политика, враждебная политика НАТО, Европы в этой ситуации использовала Чечню как инструмент, как разменную монету для дальнейшего развала Российской Федерации. Развязала тут войну, бойню, нагнали сюда с 58 государств матерых контрактов, наемников и организовали братоубийственную войну. Это была бойня в интересах разжигания войны в самой Российской Федерации. Ахмат Хаджи с первых дней вынашивал эту идею проведения референдума. Единственный путь к стабилизации обстановки в Чеченской Республике и вывод его на мирные рельсы созидания. И через это остановить дальнейший процесс развала российского государства. Более 100 стран были наблюдатели. Я тогда работал главой Грозненского района, председателем Совета глав на общественное начало и председателем Президиума консультативного совета. Был членом инициативной группы, членом оргкомитета. Поручений было много. Мы вот наблюдали. Ахмат Хаджи через каждый час звонил, спрашивал, как там дела. Вы себе не представляете, наплыв
интерес чеченского народа, который поверил Ахмад Хаджи Абдулхамидовичу Кадырову, был большой. Буквально очередями. За годы после проведения референдума и принятия Конституции, которая была составлена и подготовлена под пристальным вниманием первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, регион вошел в число процветающих и быстро развивающихся и сейчас является одним из самых благополучных субъектов Российской Федерации. В начале нулевых годов крайне остро стоял вопрос вообще существования, можно сказать, Чеченской республики, чеченского народа, чеченского общества. И поэтому наш первый президент, лидер чеченского народа, Ахмад Хаджи Кадыров делал многое для того, чтобы сохранить народ, сохранить республику. И вот одним из таких шагов стало как раз-таки проведение референдума, принятие новой конституции Чеченской республики. Все те шаги, которые встречались с определенными трудностями, сложностями, потому что много было сил, группировок, разных каких-то течений, которые пытались этому противостоять, каждая в силу своих каких-то амбиций, предпочтений, выгод сиюминутных, может быть. Только одна сторона, команда Кадырова, стояла за то, чтобы именно провести референдум, потому что это было выгодно не просто выгодно, это было, как я уже сказал, жизнь или смерть. Настолько стал острый вопрос для чеченского народа. Народы Чеченской Республики проживают в мире и согласии. Регион стабильно развивается во всех сферах. Строительство, промышленность, образование, культура, спорт и сельское хозяйство. Возводятся новые объекты, заводы и фабрики. Военные разрушения остались только в архивных хрониках. И лишь старшее поколение помнит, какой ценой было достигнуто нынешнее благополучие края. В 2003 году, которая была принята Конституция Чеченской Республики, она должна была обязательно принять ее, иначе мы не были бы чеченцами. Конституция нам нужна была для того, чтобы закон соблюдать, потому что были разные течения. То у него это начали потом тейповые разборки, а Конституция нас сплотила и сделала настоящими чеченцами. Глядя на счастливые лица людей на улице, на прекрасные новые мечети, городские скверы, парки, спортивные арены, торговые центры, весь мир понимает, как важен и верен был путь, предложенный когда-то героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. И сейчас его дело с успехом продолжает нынешний глава региона Рамзан Кадыров. А народ, старшее и молодое поколение бережно хранят исторические события прошлых лет, выбирая мир, созидание и стабильность. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В преддверии Дня Конституции Чеченской Республики состоялось торжественное мероприятие. Участие в нем приняли руководители СМИ, служащие ведомства и журналисты. Помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил всех со значимым событием и отметил его важность для всего чеченского народа. Материал с места событий подготовил Рамзан Абуев. С исполнения гимна страны и региона началось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Чеченской Республики. В своем выступлении помощник главы, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подчеркнул значимость референдума и отметил, что он проходил в тяжелый период. Однако, по убеждению первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, основной закон должен был способствовать стабилизации общественно-политической ситуации. Референдум и Конституция Üks أكيد تغيرش أولتنا إنيزين زغلا طبعا شو رسي يقدان رسي دوخ ده وخدك بوش خس بوينت هدية سياحة خيوشن عش رازني أيام مرتوم شغل إيمنا يفون دامن تون ده لوتر إيجال يحكي تأخوي طبعا لير مارش ده غرقل ده أدخل دول دير تون ده لا ويوبا كاد تلوش ده وردة تديش ويديت ديش دو وطبعا لير مارش ده غر طبعا ويبلش بديش ريتس ده ملخ ورزوات ده было направление развивать воят по бок, воевать делен и киехтол дер, вой конституция дер, вор тег богон шлариашил дер, дахка, воевох почалк, сада адор штахиттин дол дер, цундела галёх которят в первую очередь бог галцабах катера, вой министерство агюш было, в частности информационной политики агюш было, война власти вежри, войга дух ديقر دو وين تاع يوق ответственность جوبالولي دو وين تاع دالشي بط ديك دوتش حتى خلق تسجين اتمش تسجين تاكل بكلين حلمقين وين دائما الله دقو كينا خلقي نجال دو تيسيشنا دنيا جبول رينست قشو
قايزع شيء شو دولش كيجينا خاطر إتسجينا اللي إيش كيجي هل تاني ده جت دوت إمش تجين ريفرندوم تجين إتحلق إننا إيش ليه تبعيد والعديد ديشلو تلويدين يعطو إنترنت شو عمصنا العديد ديشلو интенсивно надеюсь, что все аспекты организации референдума и всех событий того периода раскрывать, объяснять, надеюсь, что Отличившихся работников Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации подведомственных учреждений отметили высокими наградами. За значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию родной речи, культуры и традиций и в связи с годом чеченского языка директора и нескольких сотрудников нашего телеканала наградили благодарственными письмами главы республики. Веселаева Рузана Нуралиевна, директор филиала ВГТРК КТРК «Война». Исакова Мака Уайсовна, корреспондент первой категории группы подготовки тематических программ филиала ВГТРК КТРК «Война». Махмаева Малика Сайдалиевна, редактор службы радиовещания филиала ВГТРК КТРК «Война». За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Конституции Чеченской Республики награждаются благодарственными письмами Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Зурушев Ломали Абусупянович, ведущий программы группы подготовки информационных программ филиала ВГТРК КТРК «Война». نوچه خلق و بینگ قیصا شو حال شنداغ ریا اگری کرد خرجن بو هون بو بعثين بوت وقت أي قول مارت بيكر إردقوي سيرل تين ماش داخل دادولين سو سو تخرجمي وشاس كعداغ لو تشيرتو دينا دلاح دقدل أدمو شيء قاش تسير شين قاني سيرل خلار سون بقلا دوزل دق ميخداس كديرو أحمد حجي رمضان سنتخن هار بركلين كيخ دلار هند إيش تقشو خانيو أس وين أحتلي كامبانيا قهوة كشتول بقلا النقطة موت باجر يحقي وريح داغدو الخيتسون أو شو شامي غير جورناليست شو ديلشتك ديل ريز خيلسون قدا ويبوخ بيربق خلقن غيوشينا غورتني دالوين وإتنور دالغازوت أوبل دويتسون نوخشي ريسبوبليك حلقة بريزيدنت رئيس توربلخو كديرو أحمد حاج نتخن لي تشوق إرسيش زامن زوقع ويديخشغلر ويخاستم بيش داغ ديزوي هوق زامن دو أقر ديزنك شيسه دعديلا أحمد حاج دالغازوت أوبل دويتسون إذا ويت إحياج تحين دوزيج إدعدغنك دعدغنجن زيخاج قاني خلشيات زي دائما لهتوش ويد إقشل قاني ويقون جور ويقوم سين ميخلش بيوزيج قيويشيو تخن هوق ميخلش دينا صونا ويمخداس رسي توربل خوچو كدير رمضان أخماتويش ديلدو هاسوغش او دز سيلاتوسون ديريز خلصن. Главный редактор газеты «Аргун» Ахмед Барзанукаев поделился в своем выступлении, что раскол нашего народа, который происходил в годы лихолетия, был одним из самых чудовищных картин в его жизни. خلچون گوش دوید. گنرالش کامندات военный комендант тун зам и каял генералдар от чахошнаш. Юхо представительство. Уж дух бьёх чеха бяш бузурёк яш амал дорцу. Ца наш шай айдл шай караду خير دوشدو هاي سانتان لير هرم خير دو الله إتان دقعداتر. إيش уверенный в себе خير دو تاني إندا بوسكالي دار. ومدر وديش باخيس. И партия войны бог уж Хошбаудио Бархаджиев, главный редактор газеты «ГУМС» и ветеран чеченской журналистики, является очевидцем тех исторических и судьбоносных событий. из Белхадон буе из Генахира съезд Юля Ахсатхан Сахтан Исенчена и гумси администрация хала территории ага вена согласовывается депутат Госдумы Вариза, но известный политик Борис Немцов,
чуйза. Цоқ яхцаги чашингон данах булбин журналист булбина хамел дурцигадон. Шукян да всех дел, вам нужно сначала решить экономические вопросы, социальные вопросы и дальше. Другими словами, то она и съездия и на что лучше бацера, делаха лучше к Кадыру Ахмад Хажвара, цуннаца бандера, цунхар, хлы хатизи и хлы итепан хаттер вадилера из-за дюния чуаха массу. На собрании, посвященном знаменательной дате, звучали патриотические композиции в исполнении солистов Департамента культуры мэрии Грозного. Каждый человек имеет право на жизнь. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Эти и другие положения Конституции знает каждый, даже тот, кто ни разу не держал в руках этот документ. Конституция представляет собой основу правовой системы страны, устанавливая смыслы и содержание всего законодательства. Ее важная роль в жизни государства заключается в установлении порядка и организации в общественной жизни, регулировании отношений между человеком и государством, а также определении его места в социуме. Рамзан Абуев, Рахман Хаджиев. Вести, Чеченская Республика. Ежедневная масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в честь священного месяца Рамадан продолжается. На этот раз жители Ахматовского, Висаитовского, Байсангуровского и Шейх-Мансуровского районов Грозного получили продовольственную поддержку. Всего было роздано 7 тысяч кур и 21 тысяча буханок хлеба. Пакеты с продуктами семян доставляют прямо домой. Такую акцию благотворительная организация проведет на протяжении всего месяца. Аналогичную акцию провели для палестинских беженцев, эвакуированных из зоны вооруженного конфликта в секторе Газа. Они проживают на территории оздоровительного лагеря «Горный ключ». Благотворительная акция организованно передала 35 семьям пакеты с продовольствием. Каждым из них по 2 курицы и 3 буханки хлеба. Все они выразили благодарность региональным властям за постоянное внимание и заботу, особо отметив прекрасные условия проживания. Спасибо. Я благодарна, совершенно благодарна. СМИ благодарны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Благодарны фонд Ахмат Кадыров. И всем чеченским народам, которые помогают нас, которые помогли в начале и сейчас продолжают помогать. Это наши братья-мусульмане. И дай Аллах, что мы будем благодарны и будем полезны для этого народа. Я хочу поздравить нашего чеченского народа месяц Рамазан. Я надеюсь от Аллаха, что этот месяц и следующий месяц будет вернуться к чеченскому народу в благе и здоровья и безопасности. Мы здесь находимся уже больше чем 4 месяца. У нас устроились хорошо. У нас процесс стабильности идет хорошо в области образования, трудоустройства и остальные первые необходимости у нас все есть. У нас уже ничего не надо, мы чувствуем себя как у себя на родине. И спасибо чеченскому народу, спасибо нашего президента Рамзан Кадыров. Желаю всем успехов и здоровья. Пострадавшие от взрыва дети, доставленные в Нижний Новгород из Чеченской Республики на экстренное лечение, находятся в стабильном состоянии и готовятся к выписке. С самого начала несчастного случая пострадавшую семью поддерживает глава региона Рамзан Кадыров, а все финансовые затраты взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее смотрите в сюжете наших коллег из Нижнего Новгорода. Мы живем в селе. Как обычно, утром я попыталась включить чайник. В ту же секунду загорелась полностью комната. Я
Я успела только закрыть лицо руками и отвернуться, и в ту же секунду произошел взрыв. Дети в это время смотрели мультики в гостиной. До них мама уже не смогла добраться из-за обрушения крыши. Взрыв услышали родители мужа, которые живут напротив. Свекор поспешил спасать мальчиков. Сначала нашли младшего, затем полчаса ушло на поиски старшего. Его все звали, там искали, но он не смог ни слова сказать. Говорят, что пожарный просто увидел его ногу, и так вот его нашли. Аминат к тому моменту уже поступила в больницу Грозного. У нее было 80% ожогов тела. Младший сын получил 40 и старший 32. Спустя несколько дней спецборд из Чечни встречали врачи ПИМУ. Были выполнены перевязки, уточнена глубина и площадь поражения. Причем у мамы, когда мы давали добро на перевод, понимали, что 80% достаточно критические ожоги. И мы, конечно, сомневались, сможем ли мы в полной мере помочь. Лечение носило комплексный характер. У Аминат были пограничные ожоги. Мертвые ткани пришлось удалить во время операции. Также пациенты перенесли пересадку кожи со здоровых участков на глубоко поврежденные, которые не могут самостоятельно зажить. И это только часть терапии. Еще переливание крови и плазмы, антибактериальное лечение, чтобы избежать сепсиса. Работу врачей усложняла пневмония. Сейчас у них будет такой сложный период, как формирование рубцов. Он достаточно длительный, в течение года формируется. Сейчас Аминат с семьей возвращаются домой. Нас встречают пол-Чечни. Они уже начали строиться, нам помогает глава Чечни Рамзан Кадыров. Большое ему тоже спасибо. Если бы не он, не знаю, что было бы. Я очень ждала этот день. Но мне кажется, что дома и стены лечат. Игорь Евгеньевич, он очень хороший человек, очень добрый, внимательный. Спасибо ему и спасибо врачам, которые лечили моих детей. Основная задача на пути к полному выздоровлению – четко соблюдать рекомендации врачей. Но главное, что самое страшное позади. Елена Гомонова, Владимир Сиганов, Галина Терехова. Вести Приволжье. Представители общественных организаций «Опора России» Хайра провели очередную благотворительную акцию. Они раздавали наборы для разговения постящимся в дороге. Акция проводится уже в 3-й раз. За полчаса до наступления времени ифтара волонтеры выходят к дорогам с наиболее плотным движением. Для тех, кто не успевает домой к вечернему азану, раздают воду и финики. Эти продукты являются наиболее желательными для того, чтобы совершить пост. Чеченское региональное отделение «Опора России» организовало благотворительную акцию в честь священного месяца Рамадан. В данной благотворительной акции приняли участие благотворительный фонд «Хайра». Доставка воды «Баракат» предоставила нашей благотворительной акции 1300 бутылок воды. Предприниматели и участники «Опора России» предоставили финики, и мы решили организовать благотворительную акцию на 1300 человек, чтобы в пути люди смогли отпустить пост. 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день туберкулеза. В честь этого в Республиканском центре состоялся День открытых дверей, в рамках которого все желающие смогли сделать флюорографию и получить консультацию терапевта. Валентина Гусевская расскажет, как защититься от инфекционного заболевания. Мало кто знает, что ромашка является символом борьбы с туберкулезом. Этот цветок напоминает о важности заботы о своем здоровье, регулярных медицинских осмотрах и соблюдении профилактических мер. Акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, провели в Республиканском центре фтизиопульмонологии. В первую очередь поблагодарил медицинских работников за их неоценимый труд директор департамента лечебно-профилактической помощи населению Резван Хатаев. Я хочу вас сердечно поблагодарить за ваш труд сегодняшним вашим знаменательным днем. Я, насколько вижу, весь коллектив, благодаря всем вашим усилиям, можно констатировать смело тот факт, что республика занимает одно из лидирующих мест по регионам Российской Федерации. Именно лидирующее место занимает по низкому уровню заболеваемости населения, по ранней выявляемости туберкулеза и оказание специализированной медицинской помощи. В день открытых дверей все желающие смогли пройти медицинский осмотр, сдать анализы и флюорографию, провести диагностику по предупреждению заболевания. Здесь также ответили на интересующие вопросы жителей. При сдаче общего анализа при туберкулезе это высокая соя и патология форменных элементов. Это палочкоядерные и сегментноядерные. Вот это различие количественно на фоне этих анализов и параметров, и количеств уже врач решает, насколько сложная
или насколько запущена стадия туберкулеза. Именно для диагностики туберкулеза вообще желательно это мокрота. Уже после мокроты уже общий анализ. В прошлом туберкулез был одним из распространенных заболеваний. Благодаря медицинским открытиям и программам борьбы с ним ситуация улучшилась. При однократном попадании возбудителя в организм иммунная система справляется с инфекцией. Однако при постоянном контакте с больным риск заразиться значительно возрастает. Если заболевание выявлено вовремя, оно полностью излечимо. По словам врачей, лечение больных с чувствительными формами туберкулеза проводится от 6 до 8 месяцев, с устойчивыми формами от 9 до 24 месяцев. Первыми симптомами туберкулеза являются кашель более 2 недель, субфебрильная температура, выраженная ночная потливость, слабость, потеря в весе, ухудшение аппетита. Иногда может быть кровохарканье, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов человек должен обратиться в свою поликлинику по месту жительства. Там ему проводят флюорографическое или рентгенологическое обследование. И при необходимости, если выявлены изменения на снимках, направляют на консультацию к фтизиатру. Полноценное лечение мы проводим в Республиканском центре фтизиопульмонологии. Здесь у нас стационарно 300 коек. День борьбы с туберкулезом утвержден Всемирной организацией здравоохранения. В республике его проводят каждый год, чтобы популяризировать важность профилактики и регулярного медицинского осмотра. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.